Зажигательные ритмы и красота ингушского танца завораживают многих за пределами республики. На этот раз мастерством хореографического ансамбля СИК впечатлились в Испании. Творческий детский коллектив выступил на фестивале-конкурсе «Гранд Фиеста» в Мадриде. Правда, в онлайн-формате. Пандемия не позволила выехать. Что самое удивительное, мы заняли гран-при в народной номинации в смешанной возрастной категории. В этом фестивале участвовали около 100 коллективов, не только детских, но и государственных, и муниципальных коллективов. Все боролись за звание лучшего. Так сложилось, что мы заняли самый главный приз. Награды конкурса уже на руках. Осталось дождаться кубка. Они займут почетное место рядом с другими призами. Завоеванных наград за участие в различных международных фестивалях и конкурсах уже не сосчитать. Для них отведен целый шкаф. Как получали каждую из них, Мадина Мистоева помнит отлично. В ансамбле она уже 6 лет, с самого открытия. Больше всего девочке нравятся выездные конкурсы, а география выездов обширная. Владимир, Волгоград, Железноводск, Ессентуки, Сочи. Наш ансамбль лучше. Новый опыт, впечатления и знакомства на выездах сменились домашним уютом, чем Мадина с другими солистами немало расстроена. Причина – пандемия, из-за чего пришлось сократить репетиции. У нас были репетиции нормально. В неделю 3-4 раза были репетиции раньше, а сейчас нет. Не скучно, не знаю. Скучно. Дома как-то занимаешься? Да, дома занимаюсь, танцуем. Раньше можно было бы много репетировать и в конце готовиться к выезду, а сейчас этого нет. Около 2 месяцев не занимаемся. Надеемся, что в скором времени мы можем выйти с работы с детьми. Уже не только дети соскучились, но и мы, сами руководители, соскучились по работе с детьми. Надеемся, что в скором времени выйдем и начнем работать в полную силу. Возобновить репетиции Магомед Имагожев планирует в середине января, когда могут снять запрет на массовые мероприятия. И тогда воспитанники начнут усиленно готовиться, чтобы показать свои таланты на международном фестивале танца в Москве на кремлевской сцене. Организатор ЮНЕСКО. В финале с нашим ансамблем будут соревноваться 250 творческих коллективов со всей России и стран СНГ. Мы, руководители, знаем, какие там бывают коллективы на фестивалях. На самом деле там будут очень сильные коллективы из Северного Кавказа, и со всей России. Мы там представим 4 массовых номера. Я лично считаю, что это будет самым трудным нашим выездом, так как мы будем бороться за сертификат и за поездку на Францию. Праздничный, девичий, новых 2 танца, «Рассвет в горах» и «Мужской перепляс». 4 номера, которые готовы представить наши финалисты. Но даже пропустив одну репетицию, воспитанники могут легко забыть движение, отмечает художественный руководитель. Надеется, в скором времени танцевальный зал вновь наполнится ритмами лезгинки, а чтобы на концертах каждый раз совершалось маленькое чудо, а сердце зрителя замирало, и нужны репетиции в поте лица. Дана Плиева, Магомед Белакиев, Новости 24.